Здравствуйте, дорогие мои юные друзья! Мы продолжаем урок русского языка в 3 классе. Буду вести я, учитель русского языка Асенкулова Шолпан Сирикуловна. А тема нашего урока – путешествие капельки. Кто это у нас? Вот капелька. Ты научишься пересказывать небольшой текст по плану, соблюдать правила произношения незнакомых слов, правильно будешь писать их. Но для начала нам нужно послушать сказку. Затем мы его будем пересказывать. Жила-была маленькая капелька. Вместе с подружками она сидела на облаке и весело смеялась. Однажды облако пролилось дождем на землю. Капелька вместе с дождем упала в небольшой ручеек. В ручейке она заметила маленьких рыбок и подумала: а кто это такие? Надо обязательно с ними подружиться. Но в этот момент пригрело солнышко, и капелька превратилась в пар. Теперь она снова поднималась вверх к облакам. Когда она была далеко от земли, то почувствовала, что стало прохладно. По-моему, я снова превращаюсь в водяную капельку, подумала капелька. Вот посмотрите на рисунок. Ребята, давайте ответим на вопросы. Можно ли сказать, что капелька совершила круговорот? Кто главный герой сказки? Правильно, капелька. А что происходит с главным героем сказки? Первый вариант. Она играла с подружками и рыбками. Она путешествовала. Она превращалась в разные состояния. Она путешествовала и превращалась в разные состояния. Какой из этих вариантов вы выберете? Правильно, вариант Д. Хорошо, молодцы, ребята. А теперь вот такое задание. Вы должны пересказать друг другу эту сказку. Вот по этому плану и по этой картинке. Начало сказки. Где жила капелька? Что она делала? Что случилось? Где она жила, ребятки? Правильно, на облаке. Основная часть. Что однажды случилось с капелькой? Куда она упала? Кого там она увидела? Что случилось с ней дальше? Это все в основной части. В концовке вы должны друг другу рассказать, куда она снова полетела. Что с ней произошло? Но для этого нужно еще раз вам перечитать сказку. Внимательно, и вы друг другу обязательно перескажете. Без ошибок. Ребята, а что такое круговорот? Произнесите это слово правильно и объясните кратко. Круговорот воды в природе. Капелька сначала сидела на облаке, потом она с капельками дождя упала на землю, в речку, да? Потом она обратно куда вернулась? Вот обязательно вот это
нужно выяснить. Затем нарисуйте постер о путешествии капельки. Подумайте. Можно ли сказать, что капелька совершила поворот? Нужно это доказать. Но для этого вам нужно зайти на сайт Бригент Академии и ответить на 10 вопросов по этой теме. По теме вода. Там всего 10 вопросов. Я думаю, вы с легкостью все это на все эти вопросы ответите. Ребята, удачи вам! Спасибо вам за урок. До следующих встреч!